Я сестра Арсена Ефендиева, его кличка была Монгол. Кстати, здесь все его называют только так. Он был у нас без вести пропавший 30 лет ровно. Нашли его по моему ДНК. Здесь я бываю каждый год, а то бывает и 2 раза. До тех пор, пока мы его не нашли, естественно, я не могла успокаиваться. А в 2023 году анализ ДНК показал, что он мой брат. И у нас было перезахоронение. Он похоронен в парке Славы с большим почетом. Похоронили. Огромное спасибо, кто принимал участие. Но чуть назад, возвращаясь, он жил у нас в Белоруссии. Поэтому мы не знали первое время, что он сюда приехал. Мы узнали через какое-то время, но вернуть его домой вариантов не было, потому что это было его желание. И уже в сентябре 1993 года он приезжал, когда домой. Естественно, мама отговаривала. Он сказал: я не могу здесь сидеть, потому что там осталась мама чуть-чуть. Еще чуть-чуть, потерпи, я приеду, обязательно приеду. Но, к сожалению, он при взятии Совмина он пропал. И был без вести пропавшим, числился 30 лет. И так случилось чудо, что нашли его останки, похоронили. Теперь мы успокоились. Моя мама до ухода из этой жизни, я собиралась сюда, она меня очень сильно попросила. Но это честное слово, это не выдумки. Передай, пожалуйста, всем, не только руководящим, всех, кого ты встретишь, передай всем. Я благословляю землю, за которую боролся мой сын. В связи с праздником хотела бы от всей души поздравить абхазский народ. Я очень прям напряженно слежу за тем, что происходит в Абхазии. Я везде подписана. Я все комментарии читаю. Я очень хочу, чтобы в Абхазии все было хорошо. Честное слово. Я вам клянусь, как себе я желаю абхазскому народу. Пусть она процветает. Пусть никогда в жизни ни одна мама, ни одна сестра не плачет по такому поводу, по какому мы до сих пор плачем. У меня такое ощущение, что я сейчас плачу от радости, что брата нашли. Радость, что Абхазия уже начинает немножко подниматься, тоже радость. Поэтому пусть с каждым днем Абхазия поправляется от этой боли. От души желаю. Я сестра Гены Карданова, Изольда, героя Абхазии, командира отряда. С первых дней война началась 14-го, как я помню, а 16-го он выехал, и никто не знал, что он тут. После мы узнали. Он 2-3 раза приезжал, но он никак не хотел остаться. Отец за ним приезжал, хотел забрать. Мама плакала, конечно же, все матеря беспокоиться за своих детей. Но у него и до войны были друзья отсюда. И когда война началась, я сразу догадалась, он туда поедет, он иначе никак не мог. Он и бедным помогал, он за друзей мог свою жизнь отдать. И так случилось. Ну, мы его уговаривали, как могли. Отец тоже, но он говорит: нет, я уже не поеду. Никак не могу. Я с этим жить не смогу. Лучше, если и умру тут, умру. Что поделать? Смирились. Потом он приехал где-то в январе, он приехал и сказал: у нас, говорит, в марте будет большое наступление. Если тогда останусь жив, точно буду жить. Если не судьба, если меня сюда привезут, говорит, не плачьте, только радуйтесь, если тело мое
сюда довезут. А если тело не найдете, всю жизнь оплакиваете. Потом я этот март не знаю даже, как пережила. Я думала, раз он живой, как сказал, и вот тебе в апреле совсем вообще, говорят, там такого войны за неделю вообще не было. Его туда отправили в Нижнюю Ишеру, и в одно мгновение все рухнуло. Столько ребят с ними погибли. И говорят, когда первый раз снаряд упал, его ранило. И брат двоюродный с ним тогда был, родной двоюродный брат. Он, конечно, и все те, которые живы, остались, подбежали. А он говорит, меня положить, говорит, ребят моих спасать. Все равно последние его слова были про своих ребят. Он очень за них переживал. Ну, его не довезли, говорят, ну, повезли, но минут 20 только он прожил. Но он Абхазию очень любил, очень. Все равно, наверное, доля его такая была, что сказать. Свою жизнь он отдал за эту прекрасную землю. Я благодарна, что абхазский народ до сих пор, хоть маленький, хоть большой, хоть старый, они в ноги кланятся, обнимают, все говорят, что знают и помнят. Это большого стоит. Значит, он недаром свою жизнь отдал. Я хочу, чтобы маленькая Абхазия была большой, чтобы процветала маленькая Абхазия, и чтобы дети только-только смеялись, и не было никакой войны, чтобы они плакали. Мирного неба над вашими головами, чтобы ваш президент новый, здоровья ему, успехов, и чтобы жители вашей маленькой Абхазии он мог удовлетворить. Вам процветания. Я очень-очень хотела увидеть Иру, так как она с первых дней была. Просто увидеть, обнять как своего родного брата. Я еще говорю, благодарна вам. И никто его не заставлял, это его выбор, что поделать. И я я точно знаю, пока эта Абхазия жива, хоть один, или ребенок, или бабушка, дедушка, хоть кто-нибудь будет жить, будут о них вспоминать, о всех наших добровольцев. Когда война началась, мы слышали вот это уже первые дни все, и в один день я прихожу с работы, а моя соседка напротив говорит, его не было дома. Она говорит, ты знаешь, говорит, что наши мужья уехали, говорит, в Абхазию. Я говорю, как? А вот так, говорит, они собрались, говорит, и уехали. Ну вот так ждем, там же тогда же еще ничего не было, телефона или что-то, ждем, никаких новостей, ничего. Потом один раз он приехал, побыл неделю, теплые вещи взял, и опять я говорю, зачем, куда ты едешь? Он, нет, говорит, я говорю, остановись, у нас 2 детей. Ну, не могу, говорит, там ребята остались, говорит, я не могу, говорит, не вернуться. И вернулся. Это он под Новый год вернулся. В марте, 13 марта, нам сообщили, что он погиб. Мы каждый год приезжаем, нас же приглашают каждый год. Я с детьми приезжала, когда они еще маленькие были, теперь с внучками. С одной приезжала, она выросла уже, с этой маленькой теперь приезжаю. С 10 месяцев она со мной сюда приезжает. Я им всем тоже вот рассказываю, вот так погиб, вот так было. Ну что, вот мы как бы сюда приезжаем, как-то вот душа вот успокаивается, что ли, как будто вот мы шагаем, вот где они шагали, где они ходили, вот так, и со спокойной душой уезжаем. Желаю вот Абхазии процветания, чтобы никогда больше не было этой войны, чтобы вообще нигде не было этой войны. Первый из ребят, который приехал он сюда. И в Тхварчалах его прозвали, у него кличка Дикий.
Ну, там, как рассказывают ребята, и он почему-то с первых дней встал не в группу кабардинской группе, а в группе абхазской группе он был. Когда, говорят, вертолет сел, он не разрешал никому, мужчинам вообще подходить к вертолету. Там женщины, дети, и вон там ребята им сказали, ты прямо дикий. И вот у него пошло кличка Дикий с первых дней. И мы, во-первых, когда он сюда приехал, мы никто не знали. Потом как-то мы маме сказали, что он уехал на заработки, обманули ее, а потом получилось, что Зубер Дышейков погиб, и мой брат его привез в декабре. Груз 200 привез, и мама говорит, Музарин, пожалуйста, не уезжай. Он говорит, мам, ты не понимаешь, там война, там убивают детей, там убивают жен, там женщины погибают. Тебе, говорит, не понять войну. И он не послушал маму и вернулся. И вот когда было 16 марта, первое наступление, где Горького, по-моему, там, и вот он там погиб. Потом я вот тот момент не могу вспомнить. У меня мама была после аварии, операцию сделали, а я в Ростове была замужем, приехала маму проведать. И говорят, его труп везут. Я говорю, в смысле? Я пришла в штаб, у нас был штаб в Кабардино-Балкарии. 3 дня сидела в штабе, узнавали по рации, кто что слышал. Он 16 марта погиб, я 4 апреля здесь уже была. И приехала в Гудауты первым, с кем я здесь вообще познакомилась. Это была Ляля Сократовна Чамагу. Ну, естественно, я женщина, что по позициям походила. Все говорят, он без вести пропал, никто ничего о нем не знает. Ну, пришлось приехать домой. И среднему брату говорю, давай, говорю, поезжай ты, потому что я ничего не смогла узнать о нем. Приехал средний брат воевать, он остался искать брата, естественно, и он остался воевать. И у меня мама расплакалась, говорит, один погиб, этого ты отправила на войну. Я маму пожалела, естественно, села и приехала сюда за братом. Брат говорит, я не поеду, здесь война. Я говорю, не поедешь, я, значит, тоже останусь, буду с тобой воевать здесь. Ну, правда, он послушался, я его забрала и уехала. Потом самое страшное, что было, через год прислали нам телеграмму, срочно выехать на эксгумацию тела. Естественно, я с собой никого не взяла, приехала одна сюда. Ну, уже ребята предполагали, где он захоронен, все, и мы взяли человека, кто это будет откапывать, все, и я никому не разрешала стоять, когда откапывали. Я говорю, ребят, не подходите. И было очень, конечно, страшно. Я что отсюда увезла? Одни кости через год. Я поднимала его вещи, и у меня выпадали его кости. Кроме костей я отсюда через год, естественно, ничего не увезла. Череп я собирала вот такими кусками. Вот я его повезла, похоронила дома, но вы знаете, вот все годы, когда ты не видела человека, кого ты хоронишь, и живешь надеждой всю жизнь, и думаешь, может, это чей-то ребенок. Единственное, что вот с ним, который был, Шухар Залим, он сказал, Вадим, на нем моего отца ремень. И когда мы уже откапывали, был его отца ремень. Поэтому мы опознали и увезли это. И, естественно, мы на похоронах маме не сказали, что я увезла одни кости. Потому что мама сказала, там нельзя это уже трогать, раскрывать. И мы его в саване завернули, вот так привезли и похоронили. С первых дней войны, можно сказать, вот сюда приезжаю, везде, вот где мероприятия, всегда иду в ногу. Мы что хотим сказать? Процветание нашей любимой Абхазии, чтобы мы больше таких трагедий больше не видели, чтобы мы всегда дружили, чтобы вот этот кусок хлеба могли всегда делить. Процветание нам всем. Зубер сюда выехал, если я не ошибаюсь, 16-17 августа, по-моему. Он у меня дома посидел, мы вместе пообедали, говорит,
Ну все, я поехал на работу, ночь, говорит, и уехал. Так получилось, что мы же знаем, что он на работе работает, целую неделю, допустим, вторую неделю он не приезжает. Оказывается, в этот день проводили митинг. Ребята, Шанибов Юра собирал молодежь там все по поводу вот этой абхазской отечественной войны. Он попал туда с ребятами, с своими друзьями и уехал, оказывается, с ними. И он оказался здесь, он был готов за все, как говорится, бороться до конца. Он очень справедливый был, жизнерадостный. Вот до сих пор ребята рассказывают про него. Такого человека надо еще поискать, говорит. Он заводил, был компанией, но не любил фотографироваться. Вот очень что не любил, его фотографий здесь нет. Встречался здесь с ребятами, которые рассказывали про него. Мне после его смерти очень хорошо, говорит, физически он был человек. Он у Шанибова был немного охранником, после как ранил Шанибова, после этого он там в Конгрессе, куда-то штаб, он сидел с ним. Ну, решил, я здесь приехал не сидеть, а защищать, хочу, говорит, на фронт. И он отправился, он как заводил, всех поддерживал всегда, и готов был воевать, и готовит пищу там подготовить, там ребят настраивать. Он постарше был, чуть возрастом, ему 32 года был примерно, постарше ребят других. И так получилось, что восточные нападения там сильно ожесточенные бои пришли, его там поранили, и он ранение получил в голову. Как ребята рассказали мне, который с ним был, Мамеев, Беслан, его отвезли в Корчелах в больницу, он на руках у меня скончался, говорит. А тогда такой ожесточенные бои шли, не могли его забрать оттуда, перевезти в Черкесск, а потом домой. Ждали 2-3 дня, а с ним был еще Владимир Карашев. Они друг другу, оказывается, слово дали. Если я что-то случится, отвезешь меня. Если с тобой что-то случится, я отвезу тебя. И уже не могли вывести его. Так получилось, что они уже хотели там в Иркулах похоронить. Он погиб в Иркулах. Их командир был Лакут все подготовил, все хотели уже там похоронить, там ребят позвал. И Карашев сам лично сказал, что нет, мы друг другу слово дали, я его отвезу. Это был 12 декабря 1992 года. Лакут, ну что, давай тогда, что делать? Будем ждать. Они дождались вертолета, перевезли в Черкесск, с Черкесска на скорой помощи, домой отвезли. Дома до последнего ничего не знали. Когда узнали, вообще все в шоке были, что он погиб. Не верили, такой человек спортивный, умный, грамотный, начитанный был, сильно очень человек подготовленный. Но так случилось, что он не сделал, так что вот так с моим братом случилось. Ну, сейчас мы приезжаем, спасибо абхазскому народу, не забывайте своих героев. Спасибо нашим председателям, добровольцам Яхагоевка, Сергею Соловьевичу, очень прекрасный человек, золотой человек. Он для всех вот, добровольцев готов все сделать. Очень помогает ребятам, кто остался без старших, без братьев, без, как говорит, хозяин дома, им всем помогает. И материально, и морально поддерживает. Каждый год старается возить всех сюда, чтобы они чуть хотя бы успокоились, походили по этим местам. И еще раз говорю, спасибо руководству, абхазскому народу, что вы делаете, не забывайте наших ребят.